Всем привет! Вы на канале Illumination. Сегодня я расскажу вам, как играть в ложки. Ложки — это простая карточная игра с комбинациями для детей, которая была основана на карточной игре Свин. Не путайте ее, пожалуйста, со Свинкой или же Колодцем. Это уже другая игра, про которую, кстати, снял видео. И, короче, если вы умеете играть в Свина, то вы легко научитесь играть в ложки. Да, эту игру еще называют ложка или язык. Да что да. Итак, для игры нужно... Для игры нужно определенное количество столовых приборов. Да, совсем забыл сказать. Ложки — это, возможно, единственная игра, которая использует столовые приборы. Карточная игра, которая использует столовые приборы. И обычно используют ложки или вилки. Я решил использовать ложки. Потому что они более безопасный вариант. И с ними играю гораздо чаще. И еще нужна колода из 52 карт от двоих тузов без джокеров. Старшинство карт в этой игре отсутствует. Количество игроков — это 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 или 13. Цель игры — заставить своих противников набрать определенное количество букв. Обычно это 5, потому что это 5 из-за слова ложки, которое состоит из 5 букв. Итак, раздача. Каждый игрок получает 4 карты, одной карты за раз. И потом с этой колоды он располагается рядом с игроками. И это. Потом раздача заканчивается и начинается ход игры. Игрок слева с датчик ходит первым. И как же... да. У карточной игры ложки есть очень крутая особенность. Такая же, как и в карточной игре Джеймс Бонд. То есть отсутствие ходов. Все игроки могут максимально быстро действовать в любое время, в любом порядке, что очень круто. Итак, сначала сдатчик, он отсюда берет карту и решает, взять ее или нет. Если выбирает второй вариант, то располагает карту рубашки вверх, потом все противники тоже начинают выбирать. Если выбирать по кругу. Если будут отказываться, то создается закрытая стопка сброса. И которая располагается рядом с картами сдатчика. Это что да. Но если сдатчик выберет первый вариант, то есть получить карту, не просто оставлять ее, тогда он должен выбрать одну из своих карт и положить ее рубашки вверх. Потом игроки опять начинают выбирать по кругу. И слева от себя сдатчик создает стопку сброса, который состоит из карт, от которых он отказывается. Так что да. Итак, когда игрок получает 4 карты одного ранга, он может взять одну ложку.
И если игрок, если противник заметит отсутствие ложки, он тоже может собрать ложку. И единственный игрок, который не заберет ложку, в этом случае Димон, получит одну букву. И если получит определенное количество таких букв, то проиграет. Единственный игрок, который не получит количество букв, выигрывает. Что да. Вы можете использовать любое количество слов, но главное, чтобы было только одно слово и никакое там словосочетание с дефисами, то что да. И это. С дефисами. Так что да. Вы можете даже использовать какое-нибудь иностранное слово, например, спунс, то есть ложки на английском, тоже стоит из 6 букв, то есть все игроки должны будут получить, то есть игрок, который получит 6 букв, исключается, бывает и закрыто что-то. Да, когда кончается колода, одна из стопок сброса тасуется с датчиком и становится новым остатком колоды. И еще, если игрок соберет, он заберет самую первую ложку из всех. Кстати, забыл ему сказать то, что количество ложек зависит от количества столовых приборов, зависит от количества игроков. Если играть втроем, то есть как сейчас, то будет 2 ложки, если 4, то 3 ложки, если 5 игроков, то 4 и так далее. Так что да. И это. Короче, если игрок заберет самую первую ложку, когда у него нет 4 картного достоинства, раунд завершается, и он получает одну букву. Так что да. Итак, думаю, я рассказал вам все про эту игру. Надеюсь, вы поняли, как играть в ложки. Надеюсь, вам понравилось это видео. И так как мне больше нечего сказать, я на этом завершаю видео. Так что всем пока.